Кто-то уже начал притчи читать и получать удовольствие. Так, с чего мы начнем? У меня сегодня две темы, как раз на две лекции. Первая – это обзор ОМК по УПК. Второе – это обзор книг Ветхого и Нового Завета, чтобы вы знали, что к чему, чего и как. Олег? И я на работе. Первое, да? Обзор ОМК по основам православной культуры. Хорошо. Итак, есть учебник диакона Андрея Кураева, который называется «Основы православной культуры», и по нему есть обширный УМК, который весьма и весьма сможет облегчить вам жизнь. Итак, вот темы основ православной культуры, которые есть в учебнике, которые есть на слайде. Мы с вами рассмотрим данный ОМК на примере третьего урока, такого наиболее конфессионального, который может для вас представлять сложность. Это занятие на первое полугодие, это занятие на второе полугодие. Хотя напоминаю, что изначально подразумевалось, что все 6 блоков будут преподаваться в течение 2 лет, в 4 и 5 классе. То есть основе 4 религиозных культур плюс основы светской этики. Вот по этому сайту можно скачать как сам учебник, то есть и что хорошо, сами авторы разрешают использование их учебника. То есть можно приобрести его в таком экземпляре, это сегодня какая-то другая выставка, да? Но вы все видели учебник основ православной культуры, такой красивый, цветной. То есть, наверное, он распространяется за деньги. Здесь учебник, он черно-белый, но тем не менее его можно использовать за неимением лучшего, я так понимаю. Далее, либо, то есть я, к сожалению, не могу ответить на вопрос, как эти вещи сейчас распространяются, потому что все меняется, но, по крайней мере, эти материалы доступны для ознакомления. Итак, у нас есть учебник, электронное приложение 300 мегабайт, рабочая тетрадь, она приобретается, сборник рабочих программ доступен для скачивания, методическое пособие Галины Аркадьевны Бернихиной тоже доступны для скачивания, остальные вещи только для приобретения. Вот такой вот большой обширный УМК имеется. Итак, начнем мы с вами со сборника рабочих программ. Что там есть? Там есть такие разделы, вот разделы, которые указаны здесь на слайде, и здесь вы можете очень хорошо и легко приготовить, то есть оформить ваш урок, приготовить методические, в общем, записки своим разработкам. То есть здесь есть все. А в самом сборнике вот такие разделы есть, как пояснительная записка, ну и дальше, которая есть на слайде. Самое, что хорошее, здесь очень хорошо прописаны критерии оценки освоения предмета. Дальше. Есть содержание курса и краткое содержание всех модулей. И тематическое планирование каждого модуля. Ну, я взял на примере основ православной культуры, то есть есть такие разделы, как тема, основное содержание, характеристика основных видов деятельности учащихся. И, собственно, на примере выбранного урока, это Бог в православии, так прописано основное содержание и так прописаны характеристики основных видов деятельности учащихся. То есть данный УМК очень облегчает вам работу, вам ничего не нужно придумывать, все это уже готово есть. То есть вся подготовка уже выполнена. Давайте с вами посмотрим на сам учебник. Вот, к сожалению, его сейчас нету, но в нем есть следующие разделы. Собственно, вы узнаете, то есть когда с учениками можно будет обсудить ту информацию и узнать уже, какие знания у них есть. Есть рассказ, который они должны будут прочитать на уроке. Рассказ, ну там в этом издании там на 4 страницы, но там, поскольку много картинок, то его можно прочитать минут за 15. Если детей читают быстро, то минут за 10. Потом, это интересно в данном случае будет значение заглавной буквы, что Бог пишется с большой буквы. И стихотворения, которые также могут быть использованы для осмысления тем урока. И, конечно, вопросы и задания. Теперь давайте посмотрим более подробно методическое пособие Галины Аркадьевны Бернихиной. Вот это его выходные данные.
Ну и, как я сказал, уже можно, оно есть по ссылке для скачивания, для ознакомления или использования, я так понимаю. Итак, там тоже очень много методических материалов. Вот эти разделы представлены на слайде, вы можете их все просмотреть. И, наконец, опять же, у нее очень подробно прописаны сами критерии оценки, представлены системно, как требования к метапредметным результатам, к предметным результатам и возможные варианты проверочных упражнений. Так, каждая, получается, также прописано у нее очень подробно все темы, количество часов, то есть у нее есть большой раздел на систематическое планирование, неурочная работа и, наконец, поурочные методические рекомендации. То есть каждый урок, каждый из 34 уроков очень подробно расписан. Можно просто открывать и по нему вести. Итак, в каждом уроке прописаны цели, задачи урока, ожидаемые результаты, основные термины и понятия, то есть все, что видно здесь. И у урока есть 3 этапа. Например, давайте посмотрим на примере третьего урока. И я хочу обратить ваше внимание, что данный предмет он не столько является инструментом для насаждения каких-то вероучительных истин, сколько позволяет ознакомить с ними и учить об общечеловеческих ценностях, что и подчеркивает сам автор учебника. То есть у него есть много статей, посвященных этой теме, преподаванию основ православной культуры, где он об этом и говорит, что, собственно, воцерковление это не является целью этого предмета, а как раз целью является знакомство со всеми мировыми культурами, в том числе с православием, и, соответственно, овладение общечеловеческими ценностями. Дальше, задача урока. То есть, если у нас есть задача, которая имеет отношение к православию, то вторая задача уже, обратите внимание, нравственное развитие личности, обсуждение на том материале, который мы знакомы, который близок, выстраивание межпредметных связей. То есть, там будет, например, в рассказе будут такие герои, как учитель физики, учитель литературы, тем самым подводя к мысли, что знание всех дисциплин в школе, всех предметов, они носят целостный, системный характер, а не являются разрозненными. И, наконец, универсальные учебные действия. Прописаны ожидаемые результаты. И обратите внимание, опять же, всегда присутствует цель общенравственная, общечеловеческая. Прописаны рекомендуемые средства наглядности, но я думаю, что здесь нету каких-то жестких требований, вы можете выбирать свои средства наглядности. И, наконец, посмотрим весь урок более конкретно. Здесь, в первом этапе, который называется мотивационно-организационным, предложены основные вопросы, которые позволят подвести детей к теме, коснуться их. Заметьте, что основой религиозных культур и светской этики является, наверное, единственным предметом, который направлен на воспитание нравственности, где это является главной целью. До сих пор то, что этого предмета не было, то есть это было большим упущением, потому что это отдавалось на откуп либо в семьях, хотя семьи не все бывают благополучными, либо на откуп внеклассной работы, там уже по инициативе учителя. Даны основные вопросы, примерные вопросы. И, наконец, каждый урок связан друг с другом. В частности, у них было, я привожу здесь домашнее задание по уроку второму, что нужно было делать. И тут, что интересно, все эти вопросы предполагается обсуждать с родителями, с друзьями, то есть чтобы это было какое-то открытое освоение, диалогическое освоение материала. И потом это проверяется уже на уроке. Первый этап также предполагает работу с иллюстративным материалом. То есть там есть картинки в учебнике, которые позволяют подойти к тем предметам, например, с точки зрения их опыта. Как можно охарактеризовать человека по внешности, какой он,
почему он так поступил. Для тех, кто не знаком с учебником, там рассказ о том, как мальчик спас котенка от собаки. И он говорит, что почему не испугался, потому что я в Бога верю. Да? И дети загалдели, кто такой Бог, и вот там появляется учитель физики, который свое дает объяснение, учитель литературы дает свое объяснение. Вот. А Ваня там слушал, потом он сбежал, когда слишком много похвалы стало в его адрес сыпаться, засмущался. Итак, опять же, хочу подчеркнуть, как подробно все расписано, как достаточно легко будет готовиться к этим урокам. Второй этап информационно-аналитическим – это работа с текстом, обсуждение содержания рассказа и обобщение результатов. То есть здесь, получается, на примере этих рассказов, на примере дополнительных материалов, собственно, на примере самой темы предлагается подойти к обсуждению основных, как нравственных категорий и основных категорий христианства. В частности, в данном уроке будет это личность Бога. Опять, на этом этапе важным является компонентом беседы с опорой на жизненный опыт. То есть, потому что им нужно вспомнить, им нужно найти иллюстрации из жизни. Тем самым, актуализируя свой опыт, они могут в большей степени усвоить тему урока и, опять же, подвигнуться к размышлению о обсуждаемых нравственных категориях. И, наконец, третий этап заключительный, где идет подготовка к выполнению домашнего задания, которое тоже будет обсуждение этих вопросов с членами семьи. Вот. И, наконец, это все можно привести в виде игры. Вот. Что здесь интересно? Вот тут дана ссылочка. Все потом материалы будут доступны для скопирования. Вы можете эти ссылочки все потом скопировать себе. Там представлены методические материалы, уже готовые, уже приготовленные. Вот в частности, по этой ссылке можно найти... Так, секундочку. Так, не та ссылочка. Вот, по этой ссылочке можно будет найти вот такой вот такие материалы только по одному уроку. И вот такие материалы по каждому уроку. Например, тут есть два варианта урока «Бог и человек в православии». Дальше есть 4 музыкальных композиции, есть 4 рассказа, точнее, это стихотворение «Меня во мраке и пыли», потом рассказ о том, как появился нерукотворный образ, дальше обсуждение, предполагаемое обсуждение картины «Последний день» Помпея Брюлова и рассказ, что такое о понятии святости в христианстве. Представлен фрагмент рабочей тетради «Бог и человек в православии» и также цитаты, которые могут быть полезны ученикам. Поэтому я удивился, насколько широко данный УМК разработан, и он представлен для открытого пользования. И, наконец, завершение урока. Там также представлено стихотворение, в частности, Кюхельбекера «Упование на Бога», которое можно обсудить с учениками. Но в частности, здесь делается, акцентируется внимание на употреблении заглавной буквы, написании Бога, написании местоимения, а также понимание, кто такой Бог для лирического героя. И вот примерные вопросы. Им задание на дом. Так, также учебники даны, точнее учебники в этом методическом пособии даны следующие приложения. Это рассказы, 4 рассказа, которых также можно прочитать, задать как самостоятельное чтение и потом обсудить. То есть получается, что здесь дана большая свобода учителю. Имеется 34 темы, но материалов дано столько, что можно какую-то тему расширить, какую-то сузить за счет вот этих дополнительных материалов. Ну вот я хотел бы обратить внимание вот на эту притчу. Хочу, чтобы вы ее прочитали. Если вы все можете видеть, да, текст? Прочитайте, пожалуйста. И ответьте на вопрос, как вам нравится вот такое изложение
доброго и злого в человеке. Кто-то хочет прокомментировать? Добро побеждает зло. Добро побеждает зло. Но вот именно сама манера представления, как вам нравится? Ну, какого человека ты себе хочешь видеть, того ты и кормишь, того себе Воспитываешь. тебе... Согласитесь, что вот один вот такой рассказик, а таких там несколько. Он может уже стать, собственно, темой целого урока. Его можно расширить при помощи других иллюстраций. Можно расширить о том, как мы кормим злого, как мы кормим плохого человека. В общем, материалов каждому уроку. Произведение литературного чтения в начальных классах. И много же вот таких. Я с вами согласен. Да, и вот можно это связать уже с темой подтверждения. Что? Из жизни даже ему примеры приводят дети уже, если начинаешь разговаривать. Итак, движемся дальше. Я не стал слишком подробно останавливаться на всех разделах, потому что вы люди уже опытные. Самое главное, что я хотел проиллюстрировать, что имеется учебник для ознакомления, имеется все методические материалы, и они в обширном количестве. То есть это не на 40 минут. Это можно по каждой теме 2-3 урока проводить. Если кто-то пожелает, посчитать нужно их расширить. Вопрос у вас есть? А там же у вас будет презент, вы потом скинете же. Да? Ссылочку. Да, ссылочки я все скину. Ну, должен заметить, что у нас в этом году ребята впервые вышли на практику в школы, наши студенты-теологи, и они, опять же, поскольку нужно было собственные разработки делать, они стали использовать эти темы, они делали собственные презентации и строили урок по-своему. Ну, тоже интересно, как вот. В частности, я, простите меня, забыл презентацию, но я попозже, может, схожу, принесу. Но суть такая, в частности, они объясняли качество Бога. Да, например, что такое вечность? Например, они делали картинки младенца, делали картинки и рядом с картинкой старика, молодого ростка и сухого дерева. То есть дети должны были сами, и причем ученики 3 класса, то есть, ну, это будет 4 класса, где были на практике, ученики 4 класса сами догадались, что речь идет о времени, и выявили, что Бог-то он не изменяется. И вот так по всем качествам Бога они прошлись. И были яркие презентации, дети достаточно активно работали. Вот у них проходила практика у нас вот здесь, в городской школе. Итак, у вас вопросов нет, да? Хорошо, мы тогда начинаем следующую лекцию. По вашим просьбам двигаюсь достаточно быстро. Потому что я думал, что у вас как раз мы можем где-то, если есть необходимость, опять же, я не знаю, насколько вы знакомы, могли бы остановиться на конкретных разделах этого пособия или этой темы урока. Итак, обзор книг Священного Писания. Ошибку, которую делают люди, пытающиеся познакомиться с Библией, считая, что вот это вот одна большая целостная книга. Это не совсем так. Библия – это собрание книг, это библиотека, правильно его сказать. Это собрание книг из 66 книг канонических и еще 11 так называемых второканонических или апокрифических. Поэтому, если, допустим, в рамках вашего предмета вы начнете сами читать Библию, то я хочу вам дать краткое содержание Священного Писания, чтобы вы знали, на что обращать внимание. Хорошо? Кстати, вопрос такой, кто из вас, я спрашивал вас, вы Библию читали, не читали? Не читали, да? Хорошо. Значит, это будет актуально. Итак, книги Ветхого и Нового Завета имеют следующее подразделение. Получается у нас левая колонка – это разделы Ветхого Завета, правая – разделы Нового Завета. Итак, давайте с ним поговорим. Первое. То, что если вы будете читать Библию, хорошо читать с толкованием, потому что Библия представляет собой
книги, которые были закончены уже практически 2000 лет назад. Это другая культура, другие реалии. И для того, чтобы понимать смысл написанного, как вот, например, на прошлом занятии мы с вами посмотрели фильм, где ученик вдруг, начитавшись сам, пришел к каким-то выводам и начал бунтовать и против школы, и против там священника, который был, потому что у него было собственное понимание. Есть очень много ресурсов, которые позволяют толковать Библию. И, соответственно, помогать тем, кто сам ее начинает читать, но не имеет должного разумения. Вот это первый ресурс, на который вы можете обратить внимание. Это толковая Библия Лопухина. Кроме того, есть комментарии Бартли. Бартли — это англоязычный библеист, я вот даже не знаю, это английский или американский. Он дает очень обширные культурно-исторические комментарии на Новый Завет. И плюс стоит еще в аудио-варианте. Кроме того, на сайте Азбука православия я вот выписал некоторые из толкований. Их тут очень много. Вот по этому сайту можно их там найти, то есть для тех, кто будет интересоваться чтением Писания. Итак, кроме того, там же есть вот эти книги, дающие толкование с точки зрения культурно-исторических и богословских аспектов. Таким образом, материалов у нас много. Теперь поговорим о содержании самой Библии. Первая часть Ветхого Завета называется Пятикнижие Моисея. И тут, наверное, остановимся на понятии завет. Мы с вами вчера обсуждали понятие завет. Что такое завет? Уважаемые коллеги. Правило. Завещание. Чтобы в будущем прочитали, что там. Ага, то есть кто-то завещал, чтобы люди прочли. Ну, не прочли, как жизнь. Сначала раньше завещали, да? Ветхий Завет. Какие были у них там? Совет, мне кажется. Что это? Совет. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Завет, совет. Не совсем так. Завет означает договор. Это договор между людьми и Богом, или Богом и людьми. Вообще заветов существует несколько в истории Священного Писания. Первый завет – это завет, получается, Бога и Ноя. Кто знает о чем? Имя Ной ни о чем вам не говорит? Корабль построил. Корабль построил. Построй корабль и каждой твари по паре. Посадил туда животных. Почему? Был великий потоп. Глобальная катастрофа, когда было затоплено все. И чтобы не полностью жизнь умерла, за исключением морских животных, то сухопутные спаслись, то есть там каждого вида животных спаслись, согласно воззрениям креационистских ученых, спаслись на этом большом судне. Очень существует много видеоматериалов сейчас научно-популярных, которые помогают, если, допустим, эта тема коснется, и у вас дети будут заинтересованы, которые говорят о том, что это имело место быть на самом деле. И о чем был завет? Ну, за то, что ты правильно. Договор был о том, что больше земля не будет покрыта водой. Первый договор. Следующий договор был с Авраамом. О том, что он получит, что его потомки получат землю обетованную, о том, что у него будет много потомков. И, наконец, завет Бога и израильского народа. Вот как раз при Моисее, который был автором 5 книг. Это название книг, и в левой колоночке у нас название их кратких сокращений. Если вы не встретите обозначение этих книг, знаете, что это вот ссылка на эти книги. Вообще в книге «Бытие» много уроков, которые могут быть использованы для ознакомления с какими-то нравственными категориями, но поскольку некоторые из них встречаются в содержании учебника Андрея Кураева, то я на них остановлюсь. Первый – это сотворение человека. Все, наверное, видели кино «17 мгновений весны». Ну,
Неужели? Видите, да? То есть это было молчание, знак согласия, да? Или у вас сразу такие реминисценции в фильме начались. И там был интересный такой момент, когда провокатор говорит с пастором Швагом, пытаясь его как раз вызвать на провокации, на высказывание против власти, спрашивает, а где же Бог в Гитлере, а где же он в Гиммлере? Вот. На что там пастор как-то уклончиво отвечает. Но тут есть очень интересный момент. То есть, на самом деле, как? То есть, если сказано, что человек был сотворен по образу и по образу Божию, да? 26 стих 1 главы книги Бытие. Сотворение человека. Сотворить человека по образу нашему, по подобию нашему. И вот задачи, которые должны были быть у человека. И вот, обратите внимание, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Цель ставится сотворить по образу и подобию, а творит он по образу своему. Что здесь нужно понимать? Что образ Божий в человеке в том, что у него есть свобода воли, у него есть способность к творчеству, у него есть способность к любви. А что такое подобие Божие? Подобие Божие – это если его использование этих способностей направляется по воле Божьей. Таким образом, подобие достигается в течение жизни. Вообще в восточной богословской школе есть такое понятие обожение, то есть уподобление человека к Богу. И вот как раз вот этот пастор Шваг мог бы ответить этому провокатору, сказать, что все созданы по образу, но все ли решают достигать подобия. И вот этот урок дает очень хороший, как бы такой, можно сказать, хорошую иллюстрацию к тому, что чтобы достичь всего потенциала, нужно следовать заповедям. А заповеди, кто знает, какая основная заповедь? Кто слышал? Основная заповедь, которая есть в Ветхом и Новом Завете, это любовь. Итак, это первая иллюстрация. Ее как раз в учебнике нет, но я решил как бы ее коснуться, потому что она, мне кажется, она несет очень хороший педагогический посыл. Вторая есть. Это грехопадение. Кто слышал, как это грехопадение произошло? Что? Змей пришел. И что змей сделал? Искусил. Был запрет. То есть в чем суть свободы человека? Что у человека была свобода делать все, что хочешь, но был один запрет. Так сказать, первый пост, первое воздержание, когда у человека не ешь только от одного дерева. Дерево познания добра и зла. И приходит змей к жене и сказал, подлинно не ешьте ни от какого дерева в раю. Вот он, жена разговаривает со змеем. Все видят, достаточно? И вот они, получается, два пути к достижению цели человека. Потому что цель человека, как мы сказали, в том, чтобы человек, созданный по образу Божию, уподобился Богу. В течение жизни они должны были достигнуть этого. Чтобы быть настоящим, как вот сын растет, вырастает, он должен быть и становиться похожим на отца. А здесь змей предлагает быстрый путь. Вкусите и станете как боги. Вот, потом жена попробовала, дала мужу, и он ел. И так совершили грехопадение. Они нарушили первый запрет. Потом Бог приходит в рай, начинает беседовать. И заметьте, как поменялись Адам и Ева. Когда Бог спрашивает, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, вот, которую ты мне дал, вот она дала мне есть. Он, значит, уже свою ответственность перелагает на жену. Господь Бог сказал жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей сделал это. То есть как поменялось, чтобы вот, не знаю, достаточно ярко вот эта перемена представлена в произведении Митлина «Потерянный рай». Вот смотрите, первая строчка, когда Адам видит, что его Ева, его любимая, она вкусила, то есть она должна умереть смертью, как сказал Бог. И вот он говорит, все, возлюбленный утрата, неугасимо будет сердце жечь, не может он жить без нее, и он решается тоже пойти вслед за женой, тоже умереть. Он сел, чтобы умереть, согласно Мильтону.
посмотрите, как меняется Адам после того, как съел яблоко. Он начинает ее упрекать. Сначала он был готов, не мог жить без нее, потому что, ну как же, то есть вот его любимая, которую Бог ему дал. Он там жизнь готов за нее отдать. Теперь начинает ее упрекать. Потому что если ты не сделала, да, не бродила бы здесь одна, мы были бы счастливы. И вот, наконец, наказание, которое Адам, вам видно, не слишком мелкое? Хорошо. Вот он наказание, что теперь трудно будет ему добывать пропитание. И Адаму, и Еве. Жизнь будет непростая. Но им дается обетование, что когда-то они будут спасены. Вот такая история грехопадения. Она упоминается, я забыл номер уроков, хотя, прошу прощения, у меня есть. У меня есть. Это урок 29. Урок 29. Так, идем дальше. Следующее событие, которое мы с вами осветим, это завет. Кто из вас видел мультик «Принц Египта»? Или какой-нибудь фильм там про исход, там, боги, там, много фильмов снималось про Моисея. Кто знает содержание истории? Неужто никто не знает? Ясно. Итак, в учебнике речь идет, в уроке 11 приводятся заповеди. Ну, вам хорошо бы знать, как эти заповеди были даны. Потомки Авраама переселились в Египет. Сначала там жилось хорошо, потому что один из них, Иосиф, был вторым после фараона, или первым после фараона, вторым в Египте был. И пока он был жив, евреям жилось хорошо. Ушли они из земли обетованной, потому что там был голод. Но потом их начали притеснять, они превратились в рабов. И жилось им очень тяжело, так тяжело, что египтяне устроили геноцид. Они убивали всех младенцев мужского пола. Они решили истребить евреев как таковых, потому что их слишком много, они могли поднять восстание. И израильтяне, конечно, взывали к Богу, молились об избавлении. И вот Бог посылает Моисея. И через многие казни, когда египтяне, у которых было многобожие, и до них было не принципиально, ну, еще один какой-то бог. У нас у них целая коллекция богов, говорили египтяне. А тут Бог Израилев, он говорит, что он единственный, и он самый могущественный. И он показывает свою власть, свою силу. И самое ужасное, казнь последняя, которая, можно сказать, египтяне получили воздаяние за то, что они проделали с евреями в течение многих лет. Умирают все первенцы. И после этого египтяне, фараон сказал, пусть не уходят. То есть через многие чудеса, которые, когда, то есть евреи увидели, они вышли из Египта, представьте, целый народ выходит из страны, которая была могущественной в регионе, имела сильную армию. Одна выходит. Потом совершается еще одно чудо, они приходят к Красному морю, их настигает фараон, решивший все-таки отомстить евреям. Раздвигается Красное море, евреи проходят, египтяне устремляются за ним вслед, море смыкается, армия фараона погибла. Опять же, тоже, кому интересно, есть много научно-популярных фильмов, которые эту историю пытаются, то есть найти, указаны археологические свидетельства того, что эта история была. В частности, такой интересный момент, что в одном месте, где, как предполагается, евреи переходили Красное море, дно поднимается вот так вот. И то есть там не пришлось бы спускаться как там на несколько там, сот метров вниз, то подниматься вот так вот. Причем выходили там мужчины, женщины, дети, скот. А то есть там было достаточно мелко было. Итак, они выходят. И вот, это цитата из книги «Исход», второй книги Пятикнижия Моисеева, где он дает цели израильскому народу. Вы будете моим уделом, вы будете царством священником и народом святых. То есть вот это вот, эти законы, эти заповеди, которых очень много, они все написаны в этих 5 книгах, но которые можно свести к одному. Возлюби Бога
всем сердцем, всем разумением, всей крепостью и ближнего своего, как самого себя. Вот эти вот, то есть вот этот вот посыл, который был у евреев, они его не передали впоследствии. Вот сами заповеди. Это 20 глава книги Исход. Можете их посмотреть. Первые 4 из них касаются отношений Бога и человека. В учебнике они не излагаются. То есть, как бы это уже дело, так сказать, родителей ребенка и, наверное, церковь, если туда пойдут. И в учебнике обсуждаются вот эти вот заповеди, которые имеют отношение, которые говорят об отношениях между людьми. Первое – это почтение к родителям. Вторая – не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги и не завидуй. Дальше. В книгах, вот и я привожу цитату из Евангелия от Матфея, где как раз суммируются все 10 заповедей и также все законы, повеления, которые есть в 5 книгах. Вам их читать, наверное, не нужно, если вы не интересуетесь подробно культурой иудаизма. Вот. Но если вы, то есть самый, наверное, для нового читателя увлекательным будут первые 2 книги. Это книга «Бытие», уж там, собственно, история от сотворения до того, как евреи ушли в Египет, и книга «Исход», как они возвращаются из Египта. Остальные книги, Левит, Числа, Второзаконие, это изложение моральных норм, ну и немного истории. Дальше, исторические книги. Они читаются достаточно легко, но это, опять же, история евреев, она интересна, то есть стала частью Священного Писания, потому что здесь показано отношение общества и Бога. Как жизнь общества влияет на его благосостояние, на то, как они находят благодать у Бога. Это вот, причем вот в Библии они как раз все исторические книги идут одна за другой. Тут есть книги Царств, 4 и 2 книги Паралипоменон, что переводится как летопись. Они как бы дублируют друг друга. Дальше идем. Книги учительные. Вот здесь мы немножко остановимся. Книга Иова. Кто слышал сочетание Иов многострадальный? Это очень красивая книга. Книга, причем считается достаточно древней, о том, как богатый, известный человек лишился всего, перенес великие страдания. Перенес страдания, и как он искал ответ на вопрос, а почему со мной это случилось? Это книга диалогов между им и его друзьями, и потом диалогом между Иовом и Богом. Написано очень красиво. Дальше книга Псалтырь. Псалмы, кто знает, что это такое? Это песнопение, это духовные стихи, духовные песни. И там они также очень красиво написаны. И, например, я некоторые примеры вам взял, потому что здесь, например, это сборник, скажем, здесь говорится о смысле благочестия, о словах мудрости, о том, что Бог охраняет верующих. Псалом 1 мне очень нравится, где говорится о том, что о смысле праведности, благочестия. Ну, какой бы учитель не хотел, чтобы его ученики не ходили на совет нечестивых, да? Убегали от дурных компаний. Потому что такие люди, они будут как дерево, которое при потоках вод, которое приносит плод. Или Псалом 126. Слова мудрости: если Бог не построит дома, то напрасно трудится строящий его. Если Бог не охранит города, то напрасно бодрствует страж. Потому что вот такие слова мудрости там есть. Вашему вниманию могут привлечь книга притчи Соломона. Что вы знаете о Соломоне? Соломон это кто? Не совсем. Это самый мудрый человек. Человек, который в начале царствования, он был царем израильским, сыном царя Давида.
Он попросил у Бога, помолился, попросил у него мудрости, чтобы править так, чтобы прославлять Бога. И Бог сказал: за то, что ты попросил у меня не богатства, ни воинских побед, я дам тебе все. И мудрость, и богатство, и победы. И даже не сколько побед, сколько у него был мир в отношениях со всеми соседями. И вот здесь есть очень много таких отрывков, которые говорят, собственно, о пользе научения, о пользе мудрости. Вот, о том, что, например, истину да не оставляйте, а бежи, мешай. Написано очень красиво, очень поэтично. Или, например, там же есть, скажем, высказывания, мудрые высказывания на различные темы. Например, противопоставление разума и мудрости. Вот как это? Ученость глупых – это глупость. Почему? Значит, не всякая ученость является полезной. Или долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города. Вот такие высказывания направлены на формирование разумного, осмысленного поведения. Это, если не ошибаюсь, около 30 глав книг притчи. Книга Экклесиаста, очень известная фраза. Знакомы вам слова, нет? Всему свое время, время всякой вещи под небом. Неужто не слышали? Достаточно известные слова. Мало кто знает, что это слова Соломона, опять же. Он написал книгу Экклесиаста, размышляя о смысле жизни. Книга достаточно пессимистичная. Потому что он приходит к выводу, что ничто, у него были величайшие возможности, но ничто не давало ему удовлетворения, кроме как, собственно, вера. Вот, в частности, там оттуда такие слова, что всему свое время. Время терять, время искать, время сберегать, время бросать, время разбирать, время сшивать. Следующие — это пророческие книги, которые для начинающего читателя Библии будут не совсем интересны, потому что их имеет смысл читать вместе с историческими книгами. Пророки — это люди, которые напоминали израильтянам о законе, о необходимости его исполнения. И поэтому все эти пророки являются, они говорили по поводу событий, которые описаны в исторических книгах. И, наконец, Новый Завет. Поскольку Завет – это договор, скажите мне, пожалуйста, вот по материалам вчерашнего урока, чем Ветхий Завет отличается от Нового Завета? Хотя бы одно отличие. Мы не будем вдаваться в богословские нюансы. Он усовершенствован, читаете. Есть такое, потому что если мы возьмем, помните, мы вчера говорили о Нагорной проповеди, где если Ветхий Завет прописывал норму поведения, то Новый Завет, он подчеркивает необходимость внутреннего совершенствования. И вообще, Новый Завет, он распространяется на весь мир, так как Ветхий Завет был с народом израильским. Итак, есть 4 Евангелия, которые мы с вами вчера обсуждали, и книга «Деяния святых апостолов». Это история ранней церкви. То есть книга вполне историческая. Написал ее евангелист Лука. И можно сказать, что Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов – это 2 части одной книги. Собственно, жизнеописание Иисуса Христа и потом жизнеописание апостолов и впоследствии апостола Павла. Дальше в Новом Завете есть соборное послание апостолов. Называются они соборные, потому что это письма, которые писались не конкретным церквям, а вообще всем верующим. И я взял на себя, так сказать, свободу, некоторые отрывки. То есть эти послания, они, конечно, написаны по конкретному поводу, в конкретной исторической эпохе. Например, послание апостола Петра, оно было написано в эпоху гонения императора Нерона, когда верующие подвергались ужасным казням, и где Петр их убеждает, чтобы те не отчаивались, чтобы они переносили страдания с терпением. Или апостол Яков, который пишет им
а о том, что такое смысл веры. Что вера должна всегда сопровождаться добрыми делами, значит, это не вера. Для начинающих читателей Библии здесь можно найти какие-то отдельные вещи, которые вам будут близки. Например, апостол Яков, пожалуйста, почитайте этот отрывок. Возможно, какие-то фразы вам знакомы. Но вот это, скажем, тот отрывок, который как раз говорит о том, что просто утверждение чего-то, это еще этого мало. Всякое убеждение должно сопровождаться делами. Вот у него тезис. Покажи мне веру твою из дел. Я покажу тебе веру мою из дел моих. Что пользуется, если кто-то имеет веру, а дел не имеет? Универсальный принцип, который есть в послании апостола Якова. Еще один отрывок из него – это о языке. И тут тоже интересный образ есть о том, что язык – это как источник. И если человек должен для себя, помните, мы с вами говорили о двух волках, а здесь говорится об одном источнике и о разной воде. Вот для чего источник у человека, для чего у него язык? Для сладкой или для горькой воды? Для хороших слов или для простых? Вот об этом предлагает верующим задуматься апостол Яков. Апостол Иоанн, его очень называют апостолом любви. Тоже интересная иллюстрация здесь есть о том, что нельзя говорить, что человек любит Бога, но при этом не любит своих ближних. Это невозможно. Вот он восклицает. Не любящий брат своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Любовь к Богу, вера должна всегда сопровождаться любовью к ближним. Подчеркивает апостол Иоанн. Вообще, первое послание апостола Иоанна, там много слов о любви. Великолепных, прекрасных отрывков о любви. Что такое любовь? Дальше, следующий отрывок, это послание святого апостола Павла, который много путешествовал по городам, распространяя христианскую веру. Он много что написал, опять же, и все его послания, то есть фактически письма, имеют конкретное культурно-историческое обоснование, почему он эти вещи писал. Но там тоже есть отрывки, которые могут быть начинающим читателю Библии интересны. Например, вот великолепнейший отрывок из первого послания к Коринфянам. Как вам нравится такое описание любви? Это может быть тема для сочинения, для старших классов. Особенно с 4 стиха. Долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается. Это может быть, наверное, материалом для размышления, чтобы ученики могли найти героев литературных, у кого эти качества любви проявляются. Особенно есть несколько героев, чтобы они могли сопоставить по этим критериям. Или известный очень отрывок, который мне было достаточно, весело услышать, когда его несколько лет назад процитировал Геннадий Зюганов. Он сказал, я тоже Библию прочитал, и там много что полезного есть. Ему понравилось, что человек посеет, то пожнет. Вот это оттуда. Апостол Павел пишет верующим в церкви в городе Галатии. И интересно, это опять же иллюстрация здесь может быть, что, как мы говорили о том, что можно кормить злого волка, можно кормить доброго волка, или что человек сеет. Да. А как можно сеять? Что человек читает, что смотрит, с кем разговаривает. Это все он сеет в свою природу. Вот такие иллюстрации есть в Священном Писании. Или вот такая вот иллюстрация, пожалуйста, это послание филиппийцам. Здесь апостол Павел приводит идеалы. Какое должно быть настоящее, близкое общение между людьми, между верующими людьми. Ну и в принципе к этому должны стремиться все люди, да? Быть единодушными, единомысленными, ничего не делать по любви к спорам или по тщеславию, но считать
каждый другого высшим себя. Заботиться больше о других, чем о себе. И, наконец, есть так называемые второканонические книги. Это книги, еще их называют апокрифы. Они не считаются частью Священного Писания, но понимается как источник мудрости. Хотя в католической Библии, в католической церкви они считаются такими же священными, как и остальные книги. Прошу вопросы, если есть. Вопросов нет, да? Остановить? На этом? Где? Где-то